Сегодня я подготовил слово, и вы знаете, я верю, что мы будем возвращаться к этому. И на прошлом собрании Сава Савич проповедовал о семье. И вы знаете, у нас год семьи в нашей стране объявлен. И я готовил вообще проповедь про воспитание детей. Но это важная тема, она будет у нас в церкви. Но Бог так положил, что перед этим, знаете, какие-то вот такие основы, что ли, нужно заложить под этого. И сегодняшняя проповедь, она называется «Новая заповедь Иисуса». И сейчас мы всего этого коснемся. Может быть, будет не совсем стандартно, для меня, как я обычно проповедую. Ничего, Господь, Он творец всего нового. Давайте мы прочитаем место Писания, это Матфея 22 глава, с 34 по 40 стих. И здесь описывается ситуация, как различные иудеи различных школ, они задают провокационные вопросы Иисусу, пытаясь поставить его в тупик. Они думают, что они так хорошо знают закон, и что они могут своими каверзными вопросами как-то загнать его в угол и показать, что он ничего не знает. И ситуация, она развивается. С 34 стиха. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание», то есть это предыдущая религиозная группа, которая там задавала ему вопросы, и потом они поняли, что лучше вообще ничего не задавать, помолчать. Это знаете, как вот сейчас про интернет у нас. Раньше только в семье знали, что ты, не очень далекий. А теперь, когда интернет есть, об этом могут узнать все. И вот они здесь тоже, знаете, такие, лучше помолчать. 35 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“ Иисус сказал ему: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Что мы здесь видим? Согласно Иисусу, из тех 613 заповедей, которые есть в Ветхом Завете, есть две самые важные. Первое. Мы должны любить Бога всем сердцем, всем умом, всею силой, всею крепостью. Вторая. Мы должны любить ближнего так, как любим самих себя. И первая, и самая важная заповедь, она касается наших отношений с Богом. И вторая заповедь, она касается наших отношений с окружающими нас людьми. Иисус, Он сказал интересную вещь, что все остальные заповеди, которые есть, все вот эти вот 611, которые остаются, они все утверждаются, здесь такое вот слово в русском переводе, на этих двух заповедях. И я хочу обратить ваше внимание вот на это слово «утверждаются», которое написано в 40 стихе. Я специально взял и посмотрел разные переводы в русском языке, и в каждом переводе это слово, оно переведено по-разному. Давайте я вам прочитаю. Новый русский перевод, это 40 стих. «Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях». Современный перевод Российского библейского общества. «Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях». Перевод Библейской лиги. «Весь закон и все учения пророков основываются на этих двух заповедях». Еще один современный перевод. «Весь закон и все учения пророков зиждутся на этих двух заповедях». Какое слово хорошее. Словарный запас расширяется. «Зиждутся». Перевод Десницкого. «В этих двух заповедях заключается весь закон и все пророки». Открытый перевод. «На этих двух заповедях держится весь закон и пророки». Я не поленился, я открыл словарь Стронга, нашел это слово греческое. Оно звучит как «кремануми». «Кремануми», в общем, ударение не уверен, «кремануми». И оно в буквальном смысле означает вешать что-то или подвешивать. Вот знаете, как двери вешают на петли? Вот в этом смысле. То есть все остальные заповеди, которые есть, они висят
если можно так сказать, они основываются на этих двух заповедях. То есть без этих двух все остальное, оно не устоит, оно упадет просто. Оно не сможет висеть, оно не сможет держаться. То есть эта фигура речи, которая вот переведена по-разному в каждом переводе, да, означает, что любая другая заповедь попадает под одну из этих вот двух заповедей, которые мы прочитали. То есть любая заповедь в Ветхом Завете, она может быть отнесена к одной из этих групп, так скажем. Да? Либо она попадает под категорию «возлюби Господа Бога своего всем своим сердцем, всею душою и всем разумением твоим». Или это подпадает под категорию «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть вы понимаете, насколько важны эти две заповеди. Все остальные заповеди в Ветхом Завете, они основаны на этих двух. И именно поэтому ученики, они были так потрясены, когда Иисус дал новую заповедь. Заповедь, которая заменила вот ту вторую, которая касается наших взаимоотношений с людьми. Еще раз, это вторая по важности заповедь в Ветхом Завете. Но ту заповедь, которую дал Иисус, она не заменила первую, самую важную заповедь, которая всегда будет господствовать, и ничто и никогда ее не заменит. Давайте вместе со мной скажем, какая она, которая касается наших взаимоотношений с Богом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим». Я просто хочу все точки над «и» расставить. Это всегда будет оставаться самой важной заповедью, и ничто и никогда ее не заменит. Но новая заповедь, которую дал нам Иисус, действительно заменяет вторую по важности заповедь. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И все понимают, что означает слово «заменить». Я думаю, что все, но я все равно взял определение из словаря. Вот «заменить» — это глагол. Вот два определения, есть разные словари, но вот «задействовать новый объект вместо аналогичного старого». Второе определение – занять место другого объекта для выполнения его обязанностей. То есть что-то старое, оно убирается, вообще убирается, и ставится что-то новое. Старое, оно уже убралось, его нет. Есть новое. И что я хочу сказать? Что вот эта новая заповедь, она полностью заменяет вторую по важности заповедь в Ветхом Завете. То есть насколько это важно. Но я хочу вам сказать, что на самом деле Иисус заменил вторую по важности заповедь чем-то лучшим. Он поднял планку и сделал еще один шаг вперед. По сути, он говорил, что недостаточно любить других, как ты любишь самого себя. Поэтому я собираюсь дать вам новую заповедь взамен вот этой старой. Я уже интриги нагнал. Давайте прочитаем, что же за новая заповедь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Я покажу вам сейчас, о чем я говорю все это время. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Сейчас мы дальше пойдем, но я хочу вам еще сказать, может быть, нет на это время, но если посмотреть всю главу, то, что мы читали, вот здесь 13 глава, вы знаете, там описываются события, что Иисус как раз вот это последняя вечеря, там, да, и он говорит, что, предыдущий, по-моему, стих, он говорит, что «недолго мне уже с вами осталось», ученикам. Он уже понимает, что скоро все события, они ускоряются, скоро он будет арестован, он будет распят, и вот это вот все. И человек, он дает последние инструкции, он говорит самое важное, и он говорит ученикам: «Новую заповедь я даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Что же такого особенного в этой новой заповеди? Что ее делает лучше? Другими словами, чем эта новая заповедь, она отличается от той старой? Давайте поразмышляем вот на это. Потому что на первый взгляд, казалось бы, приблизительно одинаково. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Там, возлюби ближнего своего, так как возлюбил Иисус. Да?
Как я возлюбил вас, он говорит. Но в этом-то вот вся коренное отличие, да? Огромная разница. Ее можно сначала не заметить, может быть. Но если поразмышлять об этом, то вы увидите, насколько это вообще огромная разница. Я хочу привести такой пример, хочу взять себя ради примера. Знаете, вот правда заключается в том, что я такой довольно самодостаточный человек. Что я имею в виду? Знаете, я не очень нуждаюсь в поддержке других людей, в каком-то вот сочувствии. Мне, конечно, это приятно. Но вот какой-то вот, деревянный, вот Буратино. То есть не очень чувствительный вот такой. Мне это нужно, но не так, как вот я смотрю на других людей, я прямо понимаю, что им это нужно. Да? Я могу как бы вот и без этого обойтись. Вы знаете, меня не очень легко обидеть. Я как бы пропускаю какие-то вещи, знаете, мне вот прямо надо в лицо плюнуть или сказать, что вот, слушай, я пытаюсь тебя задеть, как бы, да, вот, чтобы обидеть. То есть я не очень чувствительный. Знаете, если бы я попал в больницу, я вот помню, когда-то давно вот я попадал там с аппендицитом, у меня нет каких-то ожиданий, что кто-то придет и будет меня навещать в больнице, что мне будут что-то носить, какие-то передачки, да. На самом деле, если бы я сейчас даже попал в больницу, как правило, я бы постарался, чтобы вообще никто не узнал. Как-то не скрывался бы, да, но не распространялся бы на эту тему. Смотрите, это не пример для подражания, я просто рассказываю, мы все разные, да, и вот есть такие вот люди деревянные, не очень чувствительные, так скажем. У меня 2 года назад был юбилей, 50 лет. И вы знаете, я как-то, никому не говорил. Я не ожидал, что кто-то придет, там будет поздравлять меня. Мы тихо, спокойно справили в узком семейном кругу с детьми, с женой. И зачем я все это рассказываю? Вы знаете, вот эта вот заповедь любить ближнего как самого себя, вот в моем случае это не очень высокий уровень. Почему? А я не ожидаю многого от других людей. И в соответствии с этой логикой и я сам тогда не должен давать им тоже много. И я все равно еще буду выполнять эту заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. Вы понимаете, о чем я? Еще раз, я не ожидаю многого от окружающих, и, следовательно, я не должен много отдавать. Помните, я должен любить других, как самого себя. Мне не нужно много отдавать, и я все равно буду исполнять эту заповедь. Любить ближнего, как самого себя. Вот для таких деревянных людей это очень комфортная ситуация, очень комфортная заповедь. А потом приходит Иисус и дает новую заповедь. И вот досада, все было так хорошо. То есть я особо и не напрягаюсь, но я люблю людей, да, как самого себя. Но теперь я должен любить их, как Христос возлюбил нас. И в моем случае, тот, какой я есть, да, вот по своей натуре, это значительно повышает планку для меня. Вы знаете, если вот вы такой человек, который вот полный сострадания, милосердия, заботы о других, и таких людей очень много в нашей церкви. Я вот смотрю и прямо умиляюсь, знаете, как много вообще таких людей. И, может быть, вот для вас непонятно, вот что я тут пытаюсь объяснить. Но если вы, как правило, мужчины, они такие, как деревянные, да, вот не очень чувствительные, но среди женщин бывает чувство отверженности. Если ты считаешь, что ты недостойна по сравнению с другими, и, может быть, ты не очень и любишь-то сама себя, вот тогда ты точно знаешь, о чем я говорю. Если ты не ожидаешь, что люди будут тебя навещать в больнице, так и тебе тогда не надо ходить и навещать их в больницах. И ты все еще будешь исполнять вот эту вторую по важности заповедь. СМС-очку отправила, чмоки-чмоки, обнимашки. Все нормально, я же проявил заботу.
Ты все еще любишь других, как самого себя. В чем проблема с этой заповедью? В том, что заповедь эта, она использует тебя в качестве эталона того, как ты любишь других. Твоя любовь к самому себе используется в качестве стандарта любви к другим. Я повторю это еще раз, потому что это чрезвычайно важно понять. Ты используешь себя в качестве стандарта того, как ты любишь других. Но это старый стандарт для старой заповеди. Потом пришел Иисус с новой заповедью, с новым стандартом. Теперь больше Бог, Он от нас не ожидает, что мы будем любить других так, как мы любим себя. Но теперь Он ожидает от нас, что мы будем любить других так, как это сделал Иисус Христос. Теперь Иисус – это новый стандарт того, как мы должны любить и как мы должны проявлять свою любовь. То есть представьте, если раньше я для себя был стандартом, как бы Алексей поступил в этой ситуации? Теперь я уже не могу так сказать. Теперь я говорю, как бы Иисус поступил. Теперь Он для меня стандарт. И вот эта формула, она универсальная. Ты можешь вместо моего имени свое подставить. То есть, если тебя зовут Наталья, не то, как бы Наталья поступила, вот так я и буду, а то, как бы поступил Иисус. То есть мы должны поступать, основываясь на том, что бы сделал Иисус. Вот как мы должны любить других. Огромная разница. Особенно для тех из нас, кто потомки Буратино. Да? Которые не очень чувствительные, которые недолюбливают, может быть. У меня с любовью к себе все хорошо. Я не ожидаю многого от других. Знаете? Нам нужно молиться, чтобы у нас было больше сострадательных, чувствительных людей в церкви. Я шучу. У нас вообще, на самом деле, с такими людьми все хорошо. У нас есть много сострадания, есть милосердие, есть взаимопомощь. Я постоянно это вижу в жизни людей в церкви. Более того, даже недавно совсем, бывают такие случаи, когда приходится защищать людей в церкви, потому что находятся, как правило, это люди извне, недобросовестные, которые начинают использовать людей в церкви, потому что они такие сострадательные, милосердные, и они просто уже злоупотребляют. И на самом деле мы должны пресекать это тоже, чтобы людьми не пользовались, не использовали эти их качества. Но слава Богу за сострадательных и милосердных людей в церкви. Мы так вас любим и ценим. Нет, я без всякого сарказма. Но я зачем это говорю? Я хочу, чтобы те люди, которые чувствительные, которые заботливые, которые сострадательные, они поняли таких людей, которые не очень чувствительные. Может быть, для вас этот стандарт, он, знаете, я и так все делаю, я там забочусь. Но для тех людей, которые либо имеют чувство отверженности, либо они не очень чувствительны по отношению к другим, не ожидают чего-то много. Это действительно имеет значение. Мы не любим так, как того хочет от нас Иисус, потому что мы используем себя как эталон, как стандарт для этой любви. Но по новой заповеди все совсем по-другому. Итак, мы должны любить других, как Иисус возлюбил нас. Мы должны использовать Иисуса Христа как эталон нашей любви к другим. Возникает вопрос, в чем конкретно это выражается? Я всегда за практическое христианство, не просто за какие-то красивые слова. В ежедневной жизни, в конкретных поступках, что это должно быть? Я сделал список из 4 вещей, которые мы должны делать, если мы хотим исполнять эту заповедь, любить Иисуса как самого себя. Я сразу скажу, что сейчас я просто назову их, но в этих формулировках там есть еще, знаете, такая звездочка с мелким примечанием, которое я потом дам, также поясню, потому что не все так просто. Итак, первое. Мы должны общаться с людьми, с которыми мы обычно не общались бы.
Второе, мы должны прощать людей, независимо от того, хотим мы этого или нет. Третье, мы должны принимать людей такими, какие они есть. И четвертое, мы должны чем-то жертвовать ради других людей. И сейчас давайте мы рассмотрим вот каждый из этих пунктов в отдельности, более подробно, и я также дам какие-то комментарии. Итак, первое. Поскольку Христос возлюбил нас, мы должны общаться с людьми, с которыми мы бы, может быть, предпочли бы и не общаться. И это касается двух категорий людей. Есть люди в церкви, с которыми, я бы и не общался бы. Но есть люди и вне церкви, которых я бы тоже, может быть, бы избегал. И, как всегда, пример для нас – это Иисус. То есть мы же, как Он возлюбил, мы на Него смотрим. Поэтому мы посмотрим, как Он поступал. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 по 13 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, требуются какие-то комментарии, наверное. То есть Иисус шел по улице и смотрит, стоит будка для сбора пошлин. Да? Там сидит человек, которого звали Матфей, и он говорит: «Оставь все, следуй за мной». Чтобы вы понимали, в то время, когда жил Иисус, религиозные лидеры, они не общались с такими людьми, как Матфей. Почему? Потому что Матфей, он, по сути, такой коллаборант. Человек, который сотрудничает с оккупационной администрацией. Более того, он не просто сотрудничает, он обирает еще и своих сородичей. Он снимает с них мзду, пошлину, которая уходит в Римскую империю. И практика была такова, что вот эти вот сборщики налогов, они злоупотребляли своим положением, потому что они в том числе жили с процента от того, сколько они налогов соберут. Часть они зажимали себе. Поэтому в обществе, в народе они пользовались общей ненавистью и презрением. А тем более среди религиозных лидеров. И поэтому Иисус, он был как раввин, учитель, за ним были ученики, все его так почитали. И что учитель религиозный обратил внимание на кого-то, знаете, на какого-то презренного сборщика налогов, это само по себе нонсенс. Поэтому Матвей встал и пошел. Вообще мужчины в Израиле, они многие вырастают вот именно, росли. Знаете, это как честь была, что вот если меня выберет кто-то из раввинов, да, и я буду изучать Тору, я посвящу этому жизнь. Поэтому, у них немножко вот другая ситуация. Они с охотой вот вставали и шли за учителем. Итак, Иисус идет, говорит ему: «Следуй за мной», и он пошел. Дальше что происходит? Матфей по такому случаю закатывает праздничный званый ужин, зовет всех своих корефанов, тоже сборщиков налогов совсюду, потому что, когда еще мы заманим какого-то религиозного учителя к себе, да? И они возлежать в этом смысле, вы понимаете, да, это не то, что сейчас можно подумать в нашем обществе. Они за столом возлежали, не было стульев, то есть как на Востоке было положено, вокруг стола они лежали. Да? То есть они принимали пищу. И что происходит? Когда фарисеи, то есть это тоже секта, отделение в иудаизме, да, которое имело определенные там понятия, они изучали Писание, были очень набожные, соблюдали Тору и так далее, и так далее, и так далее. И они это увидели, они пришли в ужас. И они спрашивают учеников: «Слушайте, как ваш учитель может называться рави, если он ест и пьет с отбросами просто?» То есть вот здесь мытари написано и грешники. Вот грешники — это такой, знаете, эвфемизм, вот как сейчас у нас, это просто отстой какой-то, это вот сброд по тому времени. Как он может с ними общаться вообще? И когда Иисус, он услышал это, да, он говорит, что, вы знаете, что здоровым людям врач не нужен. Врач нужен больным.
А потом он что добавляет? Говорит, а теперь идите и изучите смысл того места Писания, которое есть в Ветхом Завете. Да? Я хочу, чтобы вы проявляли, ну то есть милости хочу, а не жертвы. Я хочу, чтобы вы были милосердны, а не просто там жертву давали. И дальше он говорит такой, вещь, что я пришел призвать не тех, кто думает, что они праведники, но грешников к покаянию. Если разбирать каждый стих, это будет еще отдельная проповедь, но вот что интересно вот в этом отрывке из Писания, вы знаете, что Иисус, Он не пытается защитить всех этих людей, которых обвиняют и говорят, что мытари это вот сборщики налогов, да, то есть они собирали, и грешники, и весь этот сброд, отстой, но я не хочу какие-то другие слова использовать, чтобы оставаться в формате воскресного собрания. Но вы понимаете, да? То есть это как мягко написано, что с этим сбродом вообще Иисус не говорил, да как вы смеете их так называть? Нормальные ребята. Он же так не говорил, да? Почему? Вы знаете, факт заключается в том, что они такие были. Это была правда. Они были грешники, это сброд, отстой того общества. То есть представьте, он позвал всех друзей, мытарей, грешников, те позвали еще кого-то. Как обычно, вот, например, если у нас вот сейчас, не хочется употреблять слово грешники, если люди просто обыкновенные в нашем мире, вот сейчас они собираются, там званый какой-то, кого они зовут, если это мужская компания какая-то, я думаю, что там, скорее всего, проститутки, наверное, были, вот там, в том числе, за столом у них. И Иисус, Он не пытался защитить их всех. Вместо этого Он объяснил, почему Он общается с ними. Давайте посмотрим на 12 стих. Иисус же, услышав это, сказал им, не здоровые имеют нужду во враче, но больными. Другими словами, Он говорит, им нужна помощь, и я здесь для того, чтобы помочь им. И вот сейчас как раз вот эта звездочка. Очень важная вещь. Иногда люди, они используют это место Писания и вообще вот это вот понятие для того, чтобы использовать подобную ситуацию как предлог. Я здесь, чтобы пообщаться с ними, вот с тем, кому нужна помощь. Я буду рассказывать им об Евангелии. А на самом деле все заканчивается, что они вовлекаются в тот грех, который совершают вот эти все неверующие люди. Вы понимаете, о чем я? Я вам просто приведу такой пример из моей жизни, на заре моей молодости, когда мы только-только вот покаялись. Такие, знаете, я учился в университете, в нашем ВИГУ, и у меня был товарищ, который учился не по моей специальности, параллельно, но мы друг друга знали, и мы вместе, пока мы встретились тоже в церкви, я еще удивился, мы учились в параллельных классах, вот, и он прямо горел, он ходил, он такой, знаете, евангелист был. Он, кстати, сюда приезжал, Марк, такой, не тот Марк темненький, который в Нерюнгре, а тот Марк, который лысенький и уже моего возраста, с Новгорода. Он как-то был у нас пару лет назад, играл на барабанах. Вот про него история, его нет, как бы можно, наверное, рассказать. То есть мы его обсуждать не будем. Но суть в том, что, знаете, он с еще одним товарищем, они такие, пойдем там в общагу к дружбанам, будем им проповедовать. Проповедовали так, что просто напились в стельку. И неоднократно. Как бы, понимаете, вот такая евангелизация была. Вы знаете, когда Иисус, Он общался с такими людьми, Он не грешил вместе с ними. В этом огромная разница. Не вовлекай Иисуса в свой грех. Не используй это как ситуацию, потому что, ты сам прекрасно знаешь. Ой, я иду, чтобы там, чтобы я свет этому миру. Кто же еще, если не я? Тогда и будь светом. Я просто приведу еще такой пример, знаете, вот уже из моей личной жизни. В смысле, как вот я поступал. Когда мы покаялись, у меня, были друзья, родственники какие-то, то есть молодые, и, какие-то празднования, день рождения, вечеринки какие-то устраивались, мужские компании где-то собирались. И я ходил, и я со всеми общался. Иногда, не всегда, но иногда ситуация, она начинала выходить из-под контроля, и когда начинались какие-то такие вещи, которые идут вразрез с христианской этикой, скажем так мягко, я просто вставал и уходил, уже заранее видя, к чему все это дело идет.
И вы знаете, кто-то смеялся, кто-то меня постоянно подкалывал. А что ты, куда ты там? И вот такое. Но я вам скажу, что уже даже тогда люди, я видел, что они уважают мою позицию. А с течением времени, когда они уже знают мою позицию, что я не буду принимать в этом участие, и более того, даже сейчас вот многих людей, прошло 30 лет, и мы сейчас встречаем, жизнь, она уже сложилась, она уже прожита. И вот то поведение, которое было у кого-то тогда-то, знаете, они сейчас сожалеют об этом. И один даже сказал: слушай, надо было вот так, как ты, оставаться. И все хорошо и в семье, и с детьми. Это ладно. То есть суть в чем? Скажите, что это хорошее учение. Хорошее учение, пастор Алексей. Да, спасибо. Но если вы действительно собираетесь любить других так, как любил Иисус, вам придется общаться с людьми, с которыми, вы бы, может быть, предпочли бы не общаться. И мы сейчас затронули вот группу людей, которые в этом мире. Но такие люди есть и в церкви. Вы знаете, церковь – это нет другой такой структуры или организации, которая бы привлекала людей с разных слоев нашего общества. Но что нас объединяет? Иисус Христос. Давайте мы вместе посмотрим первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Видите ли, Иисус – это общая связь между всеми христианами. Независимо от того, к какому социальному кругу ты принадлежишь. Не имеет значения, есть у тебя деньги или у тебя, как там, финансы поют романсы. Не имеет значения, если у тебя политическая власть или у тебя нет никакой политической власти. Если у тебя есть друзья в высших кругах или у тебя нет друзей в высших кругах. Не имеет значения, являешься ты слугой или человеком, которому кто-то служит. Иисус – это общая связь между нами. И это то, что я ценю конкретно в нашей церкви. Знаете, у нас настолько разные люди, но мы все вместе. Причина, по которой мы здесь собираемся, по которой мы здесь, это то, что у нас есть общая связь. И это общая связь Иисус. И да, иногда бывает неловко. Иногда бывает вообще неудобно. Потому что люди порой они очень странные. Они совсем не такие, как я. Они совсем не такие, как ты. Потому что каждый человек, он отличается, это вселенная. И у него свои тараканы. У каждого. Но они любят Иисуса, и мы любим Иисуса. И иногда нам приходится общаться с теми, с кем мы бы предпочли вообще не общаться. Вы согласны со мной? Итак, первый пункт. Нам нужно общаться с людьми, с которыми мы бы иногда, в другой ситуации предпочли бы не общаться. Что вне церкви, что внутри церкви. Но при этом, помните вот про эту звездочку, про сносочку, да? Что мы не должны это использовать для оправдания своего греха. Второе, если мы собираемся любить других так, как Христос возлюбил нас, мы должны прощать людей. Независимо от того, хотим мы этого или нет. Давайте просмотрим послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. И следите за тем, как я читаю этот отрывок. Обратите внимание, что там говорится. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Я хочу, чтобы вы поняли, что это не предложение какое-то нам. А не могли бы вы быть друг другу добры? Не могли бы вы быть сострадательны? Но все предложение, оно написано в повелительном наклонении. Делайте, будьте добры, будьте сострадательны, прощайте друг друга. Это приказ.
Он написан в повелительном наклонении. И это означает, что нам повелевают быть добрыми, нам повелевают быть сострадательными, и нам повелевают прощать. Когда мы обижены на кого-то или на что-то, Бог ожидает, что мы повзрослеем, спрячем свои детские обиды, справимся с этим, забудем об этом. Другими словами, мы не будем держать зла, как вот здесь. Я хочу вам показать очень интересное место Писания из Ветхого Завета. Давайте мы откроем книгу Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Здесь это то самое место Писания, когда Бог, Он дает вот эту вторую по важности заповедь в Ветхом Завете. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Во второй части этого стиха. Но смотрите, перед этой заповедью Он что говорит? «Не мсти и не имей злобы». Это все идет через запятую. Он говорит, не мсти, не имей злобы. И потом он говорит, люби ближнего твоего, как самого себя. Я посмотрел вот эту вот фразу, вернее, слово на иврите «натар». Оно буквально означает оставаться злым. Когда ты хранишь это в себе, когда ты лелеешь вот эта злоба, она в тебе растет. Это вот то, что называется обида. Когда ты продолжаешь злиться на кого-то и отказываешься пережить это и оставить за собой, двигаться уже дальше. Поэтому, когда кто-то тебе причиняет боль, ты не должен держать в себе обиду. Сначала можно злиться, это нормальная реакция человека. Но потом можно обратиться к Богу, молиться, просить, чтобы Он дал силы простить. Но Бог говорит дальше, не держи зла. Не продолжай злиться. Почему Он так говорит? Знаете, потому что когда кто-то тебе причиняет боль, ты не должен таить обиду, ты должен быть терпеливым, преодолеть это и простить. Почему? Потому что если ты этого не сделаешь, ты продолжишь держать эту обиду, ты продолжишь держать злобу, то в долгосрочной перспективе это принесет тебе же большую боль, чем тому человеку, на которого ты обижаешься. Почему? Потому что, затаив обиду, человек, он ожесточается. Горечь – это неразрешенный гнев, который возникает. Другими словами, горечь возникает из-за того, что ты продолжаешь злиться. А горечь – это яд. Давайте посмотрим послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Я вам докажу сейчас то, что я сказал. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Ты не хочешь, чтобы благодати Божией лишиться? Смотрите. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Я вам сейчас расскажу, что происходит. Когда ты позволяешь вот этой горечи, вот этому корню взять верх, это приводит к тому, что внутри тебя все переворачивается. Это создает огромные проблемы, что в твоей жизни, и постепенно это распространяется также на всех окружающих. Ты начинаешь злиться не только на объект своей ненависти или своей злобы, но постепенно этот яд, он начинает распространяться вообще везде вокруг, на всех. Это порождает ненависть, паранойю, депрессию. Можно продолжать и продолжать. Но я хочу, чтобы вы поняли, почему вот горечь – это яд. Поэтому для вашего же блага вы должны прощать так же, как Бог простил нас через Иисуса Христа. Еще раз, звездочка и важное замечание вот по этому поводу. Мы должны прощать, и мы прощаем, но это не означает, что мы должны поставить себя в такое положение, чтобы позволить людям делать вот то же самое с нами снова и снова, чтобы они пользовались нами. Вы понимаете?
Нет, это означает, что мы просто не злимся, и мы не пытаемся отомстить. Но если ситуация, она повторяется, не нужно этого допускать. Аминь. Двигаемся дальше. Третье. Если мы хотим любить других, как Христос возлюбил нас, мы должны принимать людей такими, какие они есть. Здесь тоже будет звездочка. Но давайте сначала мы посмотрим послание Римлянам, 15 глава, 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Обратите внимание, здесь в начале стиха стоит слово «посему» или «поэтому принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Слово «посему» — это что? Это соединительное слово, да? Есть что-то важное, что идет до этого стиха. Я вас всегда ободряю к тому, что когда пастор или кто-то другой вам говорит что-то, и вы видите, что как-то нужно понять, в чем вообще контекст, о чем говорится. Поэтому мы прочитаем не только 7 стих, но еще и 2 предыдущих. Давайте посмотрим. 15 глава, 5-7 стих. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». На самом деле, очень важные вещи для церкви. Если ты хочешь, чтобы в церкви было единомыслие, чтобы было единство по учению Иисуса Христа, если ты хочешь, чтобы в церкви было единство, единомыслие, чтобы мы все вместе как одно славили Бога, нам нужно принимать других людей. Как Христос принял нас. И вы знаете, у меня есть какие-то скелеты в шкафу, как и у всех людей в зале. Но я до сих пор благодарен Богу за то, что Он принял меня. Он принял меня таким, какой я есть. Почему это так важно? Это важно, потому что если мы не будем осторожны, если мы позволим каким-то нашим разногласиям возникать, то в конце концов они разделят нас. Понимаете, такова природа человека – отвергать тех, кто думает не так, кто видит вещи не так, кто не такой, как мы. Он чувствует не так, как мы. Ему нравится не то, что нам нравится. Если мы так будем поступать, если сначала возникают какие-то разногласия, потом, знаете, мы можем докатиться до такой ситуации, когда церковь, она будет поляризована. Одни на одной стороне, другие на другой стороне какую-то вещь поддерживают. У нас что объединяющая сила? Иисус Христос. Мы должны на это обращать внимание. То, что нас объединяет. А не на какие-то мелочи, которые могут разделять. Могут так очень легко, знаете, возникают люди, которые обижены, которые злятся, потому что ты там что-то не то сделал, ты не так думаешь. Но вместо того, чтобы согласиться или не согласиться и как бы успокоиться на этом, но люди начинают расстраиваться из-за того, что вот они думают не так, как я. И из-за этого люди отказываются поддерживать какие-то взаимоотношения. Но таким образом ситуация может дойти до того, что мы позволим вот этим вот разночтениям разделить нас. Поэтому нам важно принимать людей такими, какие они есть. Важное уточнение теперь, вот эта звездочка. Это не говорит о том, что мы должны мириться с греховным поведением. Ну, вот я такой вот, принимайте меня. Речь не про это. Это не то, о чем говорится в 7 стихе вот этой 15 главы посланием к римлянам. Но это говорит о том, что мы должны принять тот факт, что не все будут такими, как я. Не все люди будут видеть вещи такими, как видим их мы. Не всем будут нравиться то, что нам нравится. И это нормально. Бог недаром нас создал такими разными.
Вы знаете, что-то не так, когда церковь, она разделяется и происходит раскол из-за того, что, я не знаю, какие-то перемены в зале происходят. Я слышал, я не знаю, но я слышал про такие церкви, знаете, которые раскололись из-за того, что пианино передвинули на сцене не в ту сторону, и начался вот этот разброд. Знаю про церковь, которая раскололась из-за того, что ударную установку поставили в группу прославления и начали славить Бога с барабанами. И многие не приняли этого. Слава Богу, у нас такого не было. Но я знаю, многие расстроились из-за того, что мы потолок покрасили в черный цвет. Ну хорошо же. Вы можете со мной не соглашаться. Я считаю, что это хорошо, кто-то считает, что это нехорошо, но это не повод для того, чтобы разделяться. Еще одно, сносочка. Давайте посмотрим. Послание Тита, 3 глава, 10-11 стих. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден». Я сейчас прочитаю то же самое место в новом русском переводе, не в синодальном. «Того, кто вызывает разделение, предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил». Вот здесь слово «еретик», которое в синодальном переводе, в оригинале здесь человек, который сеет разделение своим учением. Вот он в синодальном перевели как еретик. Почему вот это все важно? Потому что те, кто вызывают разделение каким-то другим учением, они разрушают целое, они разрушают церковь. Когда-то на заре становления наша церковь, она раскололась. Знаете, нас было 40 человек, и мы допустили такое вот еретическое учение. И вот эти 40 человек, или там, я не знаю, сколько, может, нас меньше было, мы раскололись напополам. 15 человек, большая группа, она ушла, там и 15 или 20 она осталась. И как бы это печально ни звучало, в доктринальных вопросах, вопросы, которые касаются вероучения, мы должны проявлять твердость. И иногда нужно, сказать людям уйти. Давайте посмотрим Римлянам, 16 глава, 17-18 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Вы знаете, мне очень нравится девиз в Союзе РосХВЕ. Если вы не знаете, я вам сейчас его скажу, я хотя уже озвучивал. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Все, что касается основ учения, все, что касается общепризнанных христианских доктрин, которые были приняты на Вселенских соборах на протяжении тысячелетней истории Церкви, это не подлежит сомнению. Вот когда мы разделились, пришли братья, вернее, брат, если его так можно назвать, который утверждал, что Иисус Христос, Он не Бог, Он просто был человеком. Он отрицал божественную природу Иисуса Христа. И это ересь. И здесь нельзя согласиться. Есть незыблемые истины, общепринятые, которые не подлежат сомнению. И они разделяются всеми христианскими деноминациями. Что православными, что католиками, что протестантами во всевозможных их проявлениях. Бог, Он триедин, Иисус Христос, Сын Божий, Он умер и воскрес на третий день. Это вот первые, которые там, самая основа. Если кто-либо подвергает это сомнению, нам не по пути. И в этом у нас единство.
со всеми верующими по всему миру. Но все, что касается остальных вопросов, то каждый человек, либо каждая поместная церковь, даже в нашем союзе, мы все отличаемся. И меня слегка коробит, бывает, от какой-то практики, которую делают другие церкви. Я это не принимаю. Но в этом у нас есть свобода. Они получили, они в этом двигаются, но на основании того, что они принимают Иисуса, они верят в триединого Бога, они мои братья и сестры. В главном единство, во второстепенном свобода, но что бы мы ни делали, мы все равно должны это делать с любовью. Вы понимаете? Но все, что касается второстепенных вещей, я хочу еще более развернуть это. Вы знаете, нет таких людей, если взаимоотношения не искренние, кто бы с тобой соглашался на 100% все время. Может быть, я вас шокирую, но у меня с супругой, с Ларисой, у нас нет 100% согласия по многим вещам. Более того, вы знаете, строительство церкви, у меня чуть семья не треснула. Потому что, когда мы обсуждаем, как, например, что-то сделать, мы вообще никогда не соглашаемся. У каждого какое-то свое видение. Но вы знаете что? Мы научились соглашаться, не соглашаться. Что интересно, это касается всегда каких-то мелких, незначительных вопросов. Опять же, помните, я делился таким секретом? Я давно себе вывел формулу и задаю вопрос: ты хочешь быть правым или счастливым? Я давно выбрал, что я буду счастливым. Поэтому, когда нужно, я вижу, что ситуация накаляется, я могу прикусить язык. Как в анекдоте, вы знаете, да? Мужики встречаются, разговаривают о том о сём. Один другой говорит: слушай, мы, говорит, с женой, говорит, опять поругались, говорит, поссорились. Он говорит: ну и что, кто победил, чем закончилось? Говорит: ну я, конечно. А что ты ей сказал? Сказал: да ладно, иди покупай. Я давно для себя решил, что я хочу быть счастливым, а не правым. Итак, мы должны быть согласны, расходиться во мнениях. Мы разные, и это нормально. Но есть главное, что нас объединяет. Не позвольте этим мелочам увести нас в сторону. Последнее в списке, но не последнее по значению. Мы должны любить других так, как Христос возлюбил нас, и это означает, что мы должны жертвовать чем-то ради других людей. Давайте мы посмотрим 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. Еще раз, не Иоанна 3,16, золотой стих, а первое послание к Иоанну 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Мы бы даже и не знали, что такое настоящая любовь, если бы не Бог. Может быть, мы ее путали с обыкновенной похотью, или мы бы ее путали просто с вещами, которые нам нравятся. Но мы знаем, что такое настоящая любовь, потому что Иисус так сильно возлюбил нас, что Он отдал свою жизнь за нас. И потому что мы видели, что такое настоящая любовь, мы также должны полагать свои жизни за наших братьев и сестер. Знаете, когда человек, он любит кого-то по-настоящему, он готов жертвовать чем-то ради этого человека. Вы согласны со мной? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на первую часть стиха, которого мы прочитали. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Настоящая любовь жертвует чем-то ради любимого человека. Если мы собираемся любить других так, как возлюбил нас Христос, нам придется время от времени идти на какие-то жертвы. У нас много людей, которые в сознательном возрасте пережили конец 90-х, начало 2000-х. У меня в это время были маленькие дети. Я вам скажу, было вообще не сладко.
И мы жертвовали чем-то ради наших детей. Более того, если ты думаешь, что сейчас не время заводить детей, я тебе хочу сказать, слушай, расскажи это тем, кто вырос в 90-е и 2000-е. Если Бог, Он дает детей, Он благословляет, Он даст и способность обеспечить их. Но касаясь этого еще вопроса, вы знаете, я искренне верю, это мое личное мнение, это не доктрина, я не утверждаю. Но я верю, что для любого человека полезно какое-то время пожить в бедности. Если это продолжительный период, то это не так весело. Но какой-то промежуток времени, да, когда ты встаешь на ноги, ты что-то делаешь, почему? Это научит тебя жертвовать. Потому что когда у тебя достаток, не такая большая жертва, когда ты можешь чем-то поделиться, что-то сделать. Еще раз, мы не только про финансовый план, в финансовом плане говорим, про деньги. Но это научит вас жертвовать. И, во-вторых, это даст вам, научит состраданию и милосердию по отношению к другим. Я сейчас вспоминаю, мы жили не богато. Как не богато? Если сейчас сравнивать небо и земля вообще, с общим благосостоянием. Но были люди, которые жили хуже нас. И поэтому на общем фоне мы как-то думали, да вообще нормально все. Но мы всегда, несмотря на это, знаете, и в церкви всегда люди, они находили чем-то. Я помню, мы там, знаете, благословить банкой огурцов, это было прям круто. То есть настолько времена были суровые в стране, что просто поделиться едой, там полкуля картошки, это благословение. Но вы знаете, несмотря на это, мы жертвовали многим ради наших детей, мы жертвовали ради наших знакомых. Но я сейчас, это я сейчас об этом так думаю, да. Тогда я вообще не думал про это, что это какая-то жертва. Это естественное состояние. Ты делаешь что-то, и ты не думаешь про это так. И вы знаете, Иисус, Он принес величайшую жертву за нас. Он взял на себя наши грехи. Мы оправданы пред Богом. Он умер и понес наказание за наш грех. Я очень сильно сомневаюсь, что многим из нас придется в прямом смысле положить свою жизнь ради других. Сейчас идет война, и да, там это возможно. Когда могут положить жизнь за своих близких, родственников, за товарищей. Но если ты находишься в мирное время, скорее всего, такой ситуации не будет. Но есть другие жертвы, на которые нам придется пойти. Ты можешь жертвовать временем, деньгами. Другими словами, мы добровольно делаем то, чего на самом деле, может быть, не очень хотим делать. И это жертва. Ты понимаешь, что это нужно, что это необходимо для кого-то, для церкви, для близких, и ты идешь на жертвы. Ты делаешь это. И это все жертвы, которые ожидает от тебя Бог. В завершение я бы хотел прочитать место Писания. Давайте откроем послание Иоанна, 15 глава, с 9 по 14 стих. Это слова Иисуса, прямая речь. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей твоих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Аминь.